Рушиясы президент вочевичи журналист да странаса олыши аслан юалым ясвылы. Исыч канмулан экономика борчупаден и даш мунны воджи. Владимир Путин пасес бір ядас воясы. Рушия чукартысы вына запас. Метшер пасес ВВП будмыскуем даджин процентеч. И тая воджи вошков. Но содас инфляция. Центральный банк вычес ставса медбергачины ваш лут пасясыч. Промышленное производство растет, уверенно, 3,6%. Но что особенно радует, это растет обрабатывающая промышленность. 7,5% будет по году. У нас давно такого не было. Давно не было такого. Но, вот что особенно настраивает на такой позитивный лад, это 10% рост инвестиций в основной капитал. Учдун суда ширко дякук ямыс процентвылы. А мечаечет учдун январ медвуд жалунчан судас даскук ямыс процентвылы. Ушта малымыз талун кык да ыкмыс процент. Тачам лут пасяс Рушияса историян эзвывны пасяс президент. Талун медшермок страна воджен ашырлун вынчетым да юзлыш правояс дорьем. Владимир Путин лыш юалысны кор луас мир. Сие вочавиджис сейки корми пырта молома став мугес. Торья военная операция лыш мугес. У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята. Просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 героев России. Я уже не говорю про другие медали, ордена другого достоинства. Значит, сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось. И люди очень востребованы. 41, по-моему, тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста по здоровью и так далее. После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с вооруженными силами. И планировали к концу года набрать, по-моему, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Передовые боевичи скоростный президент свелодный челядес радить на чужанму. Владимир Путин вочавиджес тая свочная быть кола и медвоч ас примеран. И тая туяд Рушия мунанин. Военная операция матешур спиткачиш зеленынин школаесын. Востребованности таких людей, как вы, в процессе воспитания молодого поколения, наших школьников, вообще молодых людей, она в высшей степени востребована. В высшей степени. И это очевидная абсолютная вещь, особенно на переломных моментах истории любой страны, вот как у нас сейчас. Может быть, не к месту будет Бисмарка вспоминать, но тем не менее он служил когда-то в России, жил в России, хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. А Рушия савол регион ясын вульмадене сылмадене экономика и отсалыны таан регион шефяс. Пресс-конференция воджена мияншни майтан котрлан артмызгижны интервью Луганской Народной Республикаш журналисткад.
Ну, по роду своей деятельности мы следим за каждым нашим городом и как там ведется работа. Mi vigyedam aslanım bıtkar bırşay kıcı senemuna uç, yıkıcı zilene region yaz. Никогdas оккуторien пасjine на ровеньки бурбордулен. Тавасна уджидатя коми республикалы. Ровеньки инталн юз выльмаданы киркас, джойнталны туяс, нуаны гуманитарный отсаг. Могмаданы больнича, школа, детсад яз. И ставастая тыдала, тавасна копыр республикалы отсагыш. Миян телеканал юалыс президентлыш, войвылыш, йозес вужедем юлыш. Журналист да общественная учвычыш Дарья Шучалина юртыс. Мы того миян регион боштыс щекыжекмыз сертификат. Так и череден сулаланы кыжетишурс морд. Первый вариант, чтобы поставить приоритет две очереди, это люди с инвалидностью и пенсионеры. Это две наши категории, которые действительно должны быть в приоритете. И вариантов два. Либо действительно посмотреть в нашем, несмотря на то, что достаточно напряженном федеральном бюджете, возможность дополнительного финансирования на следующий год. А если это сложно, то наш регион готов, если будет выделен бюджетный кредит под низкую процентную ставку, наши власти готовы переселить интинцев, воркутинцев, в общем, тех, кто в этих муниципалитетах живет, внутри региона, в тот же, скажем, Сыктывкар, в столицу, или на юг Коми, где климат тоже достаточно, скажем, такой приемлемый. Вы знаете, если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет, и у Минфина никогда денег нет, но, тем не менее, посмотреть на расширение программы, конечно, можно и нужно. Действительно ли люди, которые всю жизнь проработали на северах, в какой-то период своей жизни хотят перебраться в регионы с более мягким климатом, это понятно. Во-первых, программу мы будем продолжать, вот это самое главное. Во-вторых, что касается увеличения расходов, то надо посмотреть, бюджет сверстан на следующий год, но, надеюсь, будут и доп. Доходы, надо посмотреть на эту часть. Что касается переселения внутри, да, это вполне возможно. Мы с руководителем республики переговорим, я с правительством тоже переговорю на этот счет. Владимир Путин пасьес мой коми республика Саюралыш. Владимир Уйба зев воджмащ чешморт и сылан унаитед. И тающата лача венне мучатся.